Всем доброго дня. Сегодня у нас 13 июня 2021 года. Мы остановились на заправке Shell. Ночевать так ничего больше не нашли. Ночевали в машине. Нам осталось, по-моему, меньше 600 километров до Крыма. Короче, сегодня мы будем в Евпатории. Значит, на улице. Что у нас на улице? На улице у нас мы проснулись, и вот такой вот туман. Сейчас покажу. Вот, нифига не видно. Вот заправка, на которой мы ночевали. Покушаем, заправимся и поедем дальше. Ну, машина в полном порядке, за исключением одной ошибки. С ней будем разбираться позже. Я пока по кругу поеду. Поехали, не сказал. Продолжайте движение 5 километров 400 метров. Правильно. Крымский мост. Прям. Точно? Вон, видишь? Отъехали от заправки, поехали в сторону Крымского моста. Бутылка стоит, полторашка, какого-то кваса, судя по всему. Квас, да. Почему к нам не лицом? Квас. Староминское, да. Мы вчера проезжали вот это вот, большое село Староминское, мы по стороне прошли. Вот Тимошевск у нас осталось 106, Крымский мост. Смотрите, какие здесь круговые движения, вот красивые. Вот на юге все оформляется по красоте, как говорится. Счастливого пути нам желает кто? Какой-то Староминский район. Вот такие вот красивые места есть. Прям очень красиво. Инопланетяне были, двоих сбили. А мы въезжаем еще на одно колечко. Прямо на кольце Газпромовская заправка. 92-46-20 стоит. Все в цветочках, вообще крутяк. Вот у нас тут какое-то кафе. Все, мы останавливаемся, ждем? Конечно. То есть кушаем? Остановились в кафе. Вот, значит, гостиница, столовая. Мы проехали несколько деревень с утра. Вот вышло на небосвод солнце. Вот такая вот сейчас погода, короче, располагает. Уже прибегает солнце. Так, не щурясь смотреть уже невозможно. Едем мы к Крымскому мосту. Так вот все тут красивенько. Мы выехали из кафе, едем дальше в сторону Крымского моста. Вот, Крымский мост, нам до него осталось меньше 300 километров, 297, до Тимошевска 53 километра. Везде, вот на всем протяжении, получается вот такие вот кольца. Здесь Лукойловская заправка. Сначала мы Челбасы проехали, потом Малая Челбаска, сейчас сухие Челбасы опять. Едем не спеша, наслаждаемся. Ребята, маковые поля, рай для наркоманов. Ну, это не поля. Это открой кнопку-то. Маки растут вдоль обочины. Они вот тут растут, кстати, отлично. Или это не маки? Нет, это мак. Это мак, да? Мак. Мак. У них же маки растут, и в городе они прям сажают. Да. Красивенькие. Нельзя? Что тебе нельзя? Все тебе можно. Аллеи вдоль дороги. Не знаю, правда, что это за деревья. Дубы, или липы, или тополя.
46,60 за 92 бензин. А здесь 92 46,10. Роснефть подешевле чуток будет. Арбузы, дыни. Не надо? А, здесь мы, блин, не остановимся. Стоит памятник Катюше с флагом. Но видно, что монумент-то ухоженный, покрашенный. Лестница к нему ведет курган, и на нем Катюша. Дороги здесь, конечно, не сказать, чтобы суперские, но передвигаться можно. Здесь стоят гаишники и вот такие вот пострадавшие от гаишников. Ну как еще назвать? Обгоны не везде разрешены, люди, видать, торопятся все-таки. А они не дремлют. Так что, кто хочет без штрафов ехать, быстро не езжайте. Добро пожаловать в Тимошевский район. Скоро Тимошевск будет. Здесь сейчас все закрыто, через Тимошевск мы не проезжаем. Едем в объезд. Да. Ну, тот въезд объезжаем, в этот въезд въезжаем. Сделали здоровенный круг почета, объехали какую-то промзону и опять вернулись к тому кольцу, где был первый въезд в Тимошевск. Но оно кольцо закрыто, поэтому мы, получается, сделали большой круг и въезжаем в первый въезд в Тимошевск. Все равно здесь все немножко не по-людски. Тут, короче, какая-то пробка. Что за пробка, непонятно. Пробочку перед Тимошевском, вернее уже в Тимошевске на переезде. И что-то тут совсем ничего не двигается. Очень прям не то что красная, коричневая дорожка стала. Виноградная улица. Интересно, следующая абрикосовая и тенистая. Славянская. Что такое с истребителем? Крымский мост 208. Ух ты. Старонижнестеблиевская. Старонижнестеблиевская. Это надо умудриться выговорить. А, река Ерикангельская. Желтая какая-то вся. О, овечки. Овечки, стада или как хатара. Богатенько, красивенько. Микрорайон Юго-Восточный. Тут даже микрорайоны есть. Ну и многоквартирные дома имеются. Вот справа у нас стоят все многоквартирные. Везде все газифицировано. Тут и фазенды имеются богатенькие. Да, действительно все в цветах. Вот Полтавская прям такая выглядит вообще, конечно, богато-богато. Магнит. Тут еще какие-то торговые центры. Ну, в общем, богато живут. Вот еще одна станица. Трудобеликовская. Тут все прям в деревьях, все зелено. Дома такие добротные стоят. Знаки 40. Пробка одна большая сплошная. Просто реально большая сплошная пробка. Едем медленно. Когда мы его проедем, я, честно говоря, даже не знаю. Там даже проложен альтернативный маршрут, но он такой сомнительный. Медленно здесь, медленно. Ну, в принципе, это уже Славянск на Кубани. Тут до моста осталось немножко. И скоро мы попадем на полуостров. Жарища, кстати, 27 градусов. Вот так вот. Вот он, Славянск на Кубани. Вот он, в него заезд. Ну, хотя мы, в принципе, в него уже въехали. Река Протока. Да, вот он. Да, вот она, река Протока. Вода, скажу я вам, рыжая, желтая даже, какая-то цвета детской неожиданности. Такой ужасный цвет.
Такую воду, по-моему, ничем и не очистишь. Так, и в чем причина пробки, я вот понять не могу. Вроде знаков 20 км в час нету. Тут рынок, видать, скорее всего из-за этого. Выезжают, заезжают. Да, рынок огромный, ага. Целый квартал под рынок отвели. Слева, справа. Вот такая вот тут движуха. Ну, как бы курортный город, не спеша. Машины где попало кидают все. Такие деревья красивенькие в виде грибков. Да вообще тут как бы тоже красивенько все. Зелень такая южная. Такая, цвет у нее другой даже немножко. Ну и все, и получается рынок проехали, и дальше посвободней. Домики старенькие. Вот фонтанчики здесь, красота, короче говоря. А впереди, правда, лошада едет дымящая. Воздух уже ей отравлен. Так, здесь движение у нас второстепенное, но мы вроде как успеваем. С какой скоростью здесь передвигаться не написано, но навигатор говорит 40. Города, не верьте этим навигаторам, особенно Яндексу. Он вас уводит на второстепенной дороге, якобы там можно быстрее проехать. Оно того не стоит. Вот сейчас на перекрестке торчали, кое-как случайности мы выехали. Непонятно. А, это не башня, это опора, нифига себе. Ну вот, осталась Анастасиевская, Коржевский и Темрюк, 47 километров. Пушка такая красивая стоит, не знаю, попала она в кадр или нет, вообще-то по идее должна была попасть. Все вот до, не знаю, до края, все в виноградниках, разные сорта, там все вот это растет, цветет и пахнет. Встречный поток просто огромный. На подъезде к Темрюку вот такая вот длиннющая пробка. Мотоциклисты проехали через 600 метров направо. Странно. Ой, Яндекс сошел с ума. Едем полями. 1,5 километра. Сейчас пыли нахватаемся. Я надеюсь, это того стоит. Сворачивание здесь. А мы все едем вот этой вот проселочной дорогой. Сначала через поля, сейчас какие-то деревья. В общем, всемогущий Яндекс завел нас черт знает куда. Действительно, это куда какой-то. Вообще ничего нет. Просто дорога. Так, один товарищ у нас. Ага, уже не выдержал. Думает, да ну его в баню сколько можно. Вынырнули в каком-то колхозе. Короче, на задворках вот этого, чего там, Темрюка, по-моему. Ну, здесь действительно, да, свободно. Здесь асфальт. На стекло помыть хорошо. Ой, какая красота! Смотрите-ка, вообще лепота. Деревенька такая. А может, это окраина города?
Ира, а там море за домами. Да. Вот такая беда с КамАЗом приключилась. Как он так? Все в деревья все снизу побеленные. Такая вот прямая улица. Все еще темнеет.
речка, Манаку на трех штатах, Камоки, Дуаты, Камоки, Постояти гальма, жіному място не помір. Ти таки скавдися ірло вірсі, ватоке історія. Курять мен сюрисада, шикаста мейлеїра, вискаси майр субира. Вау, о речка, туда ходишь. Кто будет готов ехать на озеро Каяшское озеро, такая вот тут дорога. То есть если у вас низкая машина, не знаю, если у вас миллион бамперов только, Уже мелкие. ну ездят, а может разворачиваться. Тут еще встречные машины попадаются. Это озеро и море. Каяшское озеро, оно действительно розового цвета. Я своими глазами. Так мы туда и едем, чтобы потрогать его. Офигенный подруг, речка, Манаку на трех штатах, Камоки, Дуаты, ла-ла-ла-лай. И очень хорошо видно границу с морем. Это заповедник. Там какие-то древние. Короче, по итогу едем мы назад. Добрались мы до озера, почти до него, почти доехали. Нас встретил сотрудник какого-то, как там, охраны? Заповедник. Да, охрана заповедника. В общем, территорию занесли в заповедные территории. Из-за того, что в прошлом году, говорят, полсопки сожгли. И поэтому, ну, короче говоря, люди приезжают и начинают портить все. Портить родную природу. Вот. И поэтому решили сделать заповедную зону. И, в принципе, как бы туда можно проехать, но для начала надо зарегистрироваться на сайте там это Минприроды или как получить разрешение, да, и там, ну, буквально 150 рублей, как бы, и вы можете гулять возле озера, но в него заходить, оказывается, нельзя. Оно как бы вредное для здоровья. Потом тут по траве Через еще 50 метров поверните налево. Остаток бака 0. по траве еще клещи гуляют. Но, как сказали, энцефалитных пока нету. В общем, озеро розовое, но можно посмотреть его просто издалека, а к нему, в принципе, подъехать-то можно, но и побродить, как говорится, возле воды не получится. Там большой слой ила. Ну, можно, да, рядом, но голыми ногами я бы не стал туда лезть.
Таврида. Едем до Евпатории. А? Здесь 90. Превышение скорости 105. Ага. Ты смотри, с какой скоростью они идут. Как быстро они бегут. Вот так. Небо. Ну, кстати, просто вперед. Я думаю, лучше просто прокататься. Вот она, белая скала.
где мы на море. Вот оно, морюшка. Морюшка. Ой. Волнуется, правда. Что-то тут обещают ливни, грозы, шквалистый ветер. Сегодня мы, наверное, тут не покупаемся. Ой, вот здесь. Вот так рядышком стоит наша машина. Вот мы. Вот море. Как же это круто. Могу. Если он здесь ловит.